Последние дни священного месяца по республике проходят десятки подобных благотворительных акций. Но это, пожалуй, одна из самых масштабных. В планах на этот вечер охватить 100 семей, а это более 300 человек. Организаторами такой массовой раздачи милостыни выступили Сунжинская районная администрация и главы сельских поселений района. Помимо мяса сегодня раздают и продукты первой необходимости – муку, сахар, подсолнечное масло. Именно эта акция направлена на средства. Здесь мы сами, работники администрации, подведомства, таким образом чисто добровольно на пожертвование. У нас собралось где-то 280 тысяч рублей под конец. Вот на это мы решили сегодня охватить. Это разовая акция, где-то за 100 у нас здесь получается, где-то килограммов 450-500 мяса, масло подсолнечное. С начала месяца поста сотрудники администрации уже проводили такие акции, но в более скромных масштабах. За раз удавалось поддержать от 5 до 10 семей, а сегодня число подарочных пакетов удалось увеличить в разы. Такой разнице рады в первую очередь сами организаторы богоугодного дела, ведь проявлять заботу о ближних – это один из основных принципов ислама. ديشاشنا حياة خشوا توق مالبوج قيمتنا هار سجا ساعد عدنا شو سجا نقد دوش حمد تصدق سوق حتى هيك просто жители этого района вай вахр хоморг охрайони توق ساعد ستاندلر и هار سجو هار ترويو سجو شي يرت مسك سجا ساعد توق مالبوج. Мясо упаковано и готово к отправке. Прежде чем попасть на стол к одной из 100 семей, ему предстоит проделать небольшой путь в багажнике. Туда же отправляются и другие продукты. Каждому из глав администрации сельских поселений поручено раздать пакеты в своих населенных пунктах. Одной из первых семей, получивших помощь, стала семья Харсиевой Петимат, матери погибшего сотрудника правоохранительных органов. Такой визит бабушку очень обрадовал. Для нее важно внимание, оказываемое государством. Охватить каждую нуждающуюся семью в ходе этой акции не удастся, но один большой шаг к этому уже сделан. И в списке добрых дел организаторов этой акции сегодня добавится еще одна внушительная строчка. Тамерлан Хамхоев, Майырбек Мержоев, Новости 24.